Экологическое благополучие является одним из приоритетных для татарстанцев факторов при выборе места жительства. Таковы результаты опроса, проведенного подразделением ОНО «Диалог регионы». 95% опрошенных поставили на первое место именно этот фактор. Чистый воздух, качественная вода, отсутствие свалок и зеленые зоны. Это то, как мы с вами, простые жители, воспринимаем вопросы экологии. Об этом говорили эксперты клуба «Волга», где озвучили и серьезные цифры. На природоохранные мероприятия за последние 6 лет в республике было направлено 60,5 миллиардов рублей. Улучшено экологическое благополучие для 3,5 миллионов жителей региона. Татьяна Тимошенко о том, что не всегда увидишь даже вооруженным взглядом. Чистый воздух и качественная вода – это уже не лучшие друзья, а важный экономический показатель и критерий благополучия общества, завязанный на продолжительности качества жизни, а значит количество трудоспособного населения, налоговые поступления, способность и структуру потребления, расходы предприятий и государства на здравоохранение. Здоровые люди – основа страны в самом широком смысле. Измеряются такие показатели, как азот оксида, диоксид азота, аммиак, сероводород, диоксид серы. Эта станция контроля загрязнения воздуха находится в центре Казани, вокруг дорожной артерии города. На данный момент у нас превышение не фиксируется, превышение не выявляется. Выдвигаемся на плановую точку отбора воздуха. В Казани и крупных городах республики работают и такие передвижные станции мониторинга. Останавливаемся между трубами ТЭЦ и жилым массивом, в центре которого детский сад. Превышений не выявлено. Влияние человека на протокол замеров исключено. У нас идет автоматический пробоотбор. Далее уже все результаты у нас усредняются за 20 минут и выдаются уже в программе. Взаимодействие органов власти, которые должны решать задачи общества, бизнеса и науки, обсуждали эксперты клуба «Волга». Но расчистка, по-другому не скажешь, проблем, накопленных за предыдущие годы промышленного строительства, когда вопросы экологии не стояли в приоритете, и в технологических возможностях, также стали за последние годы главными достижениями, в том числе и нацпроекта «Экология». Помогает решать сложные вопросы – это наука. Я хочу именно отдельно подчеркнуть еще раз диалог власти, науки, общества и бизнеса. Улучшили условия 3,5 миллионов населения. Это такие, как пилотные проекты, которые нам позволили реализовать в рамках нацпроекта «Экология». Это рекультивация иловых полей. Это активная дегазация самосыровской свалки. Это демонтаж бездействующего нефтепровода озерного месторождения. Конечно же, это конкретные проекты. Ну, например, проекты, связанные с Нижнекамским промышленным узлом. Это проекты, связанные с переработкой нефти. А всегда переработка нефти, особенно такие сложные технологические задачи, как тяжелые фракции нефти, это все связано с экологией тоже. И с выбросами, и это то, что люди очень чувствуют всегда. ESG-принципы, экология, социальная политика и корпоративное управление. Система рейтинга вошла в мир бизнеса и управления всего лишь несколько лет назад, но Татарстан практически сразу по показателям экологии стал лидером и сейчас удерживает позиции ведущей пятерки регионов. Каждый день качество воздуха определяет 17 постоянных станций в зависимости от специфики промышленной зоны. В Казани по 28 параметрам, в Нижнекамске, Альметьевске по 35. И за последние годы, отмечают эксперты, количество жалоб жителей городов снизилось в разы. Поступают данные 9 предприятий крупнейших. Это Татнефть, это компания Сибур и компания Танека. В конце 2023 года, в декабре, была установлена еще одна дополнительная станция «Казань-Оргсинтез». Данные будут поступать в ближайшее время в нашу же систему единую. То есть все данные интегрируются, и мы в автоматическом режиме отслеживаем качество атмосферного воздуха. Автовладельцы какой вклад вносят в загрязнение воздуха? Более, наверное, половина выбросов приходится на автотранспорт. 95% татарстанцев выбирают место жительства с учетом чистого воздуха и качественной воды, отсутствия свалок. Но это не только требование. Большинство татарстанцев, как говорят, экоориентированы. Только в движении «Будет чисто» 10 тысяч волонтеров. Русское географическое общество в республике реализует пилотный проект по расчистке малых рек, питающих народное достояние – Волгу. Чем глубже мы вмешались в природу, тем глубже мы должны ей и помочь. И очистка малых рек, проект по очистке малых рек,
он, на мой взгляд, именно опять вернусь к бассейну, вот объему бассейнового состояния, он необходим. Экологическая повестка в национальных задачах. Одни из главных целей, обозначенных президентом страны, решение проблем в системе обращения с коммунальными отходами, снижение выбросов в воздух, ликвидация опасных объектов, накопленного вреда, оздоровление водных объектов. Комплексные решения Татарстана и пилотные проекты, в том числе и самые масштабные в рамках страны по рекультивации иловых полей, угрозы для Волги, станут основой нового федерального проекта по оздоровлению водных объектов. Татьяна Тимошенко, Андрей Кузьмин, Андрей Ключников. 7 дней.